Образование Башкирской республики в ее современных очертаниях не было одномоментным актом. Она рождалась в огне революции и гражданской войны, исход которой не был предрешен, как не были предрешены границы и устройство будущей автономии. Акт самоопределения башкир нескольких властей Уфимской губернии, провозгласивших в феврале 1918 года Бураевский башкирский автономный кантон, стал предвестием будущих событий, которые в свою очередь привели к расширению проекта Малой Башкирии до пределов Большой Башкирии. Каковы были предпосылки этого события? И что заставило бураевцев подняться на борьбу? И каково историческое значение событий в Бураево? События, происходившие в селе Бураево в феврале-марте 1918 года, мимолетно освещались во многих исторических исследованиях. В советский период бураевский прецедент трактовался как кулацкий мятеж, инспирированный эсерами. В постсоветский период, когда полюсы идеологии поменялись с плюса на минус, общим местом стало экономическое объяснение протеста, вызванного, по мнению авторов, грабительской политикой большевиков по отношению к крестьянству. Однако в первом и втором случаях исследователи упускали или скорее старались не замечать национально-освободительный аспект бураевских событий. В декабре 1917 года на третьем учредительном курултае башкирского народа, проходившем в Оренбурге, был провозглашен автономный Башкурдистан в пределах так называемой Малой Башкирии, который охватывал юго-восточную и восточную части исторической Башкирии. Изначально даже из самого названия проекта «Малая Башкирия» становится очевидным, что это некий начальный проект, предусматривающий, что в перспективе должна появиться Большая Башкирия. Да? То есть, собственно, этот проект, он известен, есть карта так называемой Большой Башкирии, составленная Заки Валидовым и его соратниками. Если посмотреть внимательно на эту карту, то она даже превосходит по своим границам территории нынешнего Башкортостана. Это был некий второй этап, который рассматривался после того, как будет реализован первый этап, то есть объявление и реализация автономии Малой Башкирии, автономного Башкортостана. Почему так было сделано, почему разделили на два этапа, это тоже, в общем-то, наверное, очевидно. То есть реализация такого большого проекта одномоментно невозможна, поэтому соратники Заки Валидова, он сам приняли решение сначала приступить к реализации малого проекта. В работе первого и второго башкирского съездов лета 1917 года, а также третьего учредительного всебашкирского курултая приняли участие делегаты со всех уголков исторической Башкирии. Вернувшись домой, они приступили к организации властных структур башкирской автономии. Но эта работа проводилась не только, собственно говоря, на территории объявленной Малой Башкирии, да, то есть, но и на тех территориях, которые должны были войти в будущем состав Большой Башкирии. Конечно, эта работа скорее носила такой предварительный характер, там не было задачи организации прямо таких аналогичных по отношению к Малой Башкирии органов местного самоуправления, но уже тогда началась работа по формированию актива, который в будущем должен был помочь башкирскому правительству реализовать большой проект. Один из участников революционных событий в Оренбургской губернии, Насибулла Бигбаев, написал мемуары под названием «Два периода контрреволюционной валидовщины». Насибулла Рахматуллович Бигбаев, 1897-1937, партийный и государственный деятель, родился в деревне Верхнебекузино нынешнего Кугарчинского района Республики Башкортостан, служил в башкирском корпусе Народной армии, занимал различные посты в аппарате Башкирской АССР. В 1937 году обвинен в антисоветской повстанческой деятельности и расстрелян. Насибулла Бигбаев зафиксировал имена многих лиц, которые занимались организацией органов власти будущей башкирской автономии – Тюбяк-Шуро, то есть местных советов. Башкирское центральное шуро проводит в конце октября и начале ноября 1917 года районные и уездные собрания – съезды башкир. При этом оно опирается на крупных кулаков, мул и буржуазно-националистическую интеллигенцию, назначая их своими уполномоченными по проведению районных съездов.
Так, в районе Мракова-Ташлы съезд проводит крупный кулак мулла Абдрахимов Шакир. В районе Мурапталова волостной старшина Гатият Бекузин. В Бурзян-Кипчаке богач имам Исхаков Мухаммед Салям. В Зянчурино сын крупного кулака Юнус Бигбов, мулла Иждавлетов Зайнулла и крупный кулак имам Алчинбаев Мирсаяв. В Хайбулино мулла Аллабердин Загид. В Баймаке известный кулак мулла Ханнан Хазрет. В Тимясово известный мулла Хусаинов Абу-Бакир. В Абзелилово Якшимбетов Хажи Мухаммед Мулла. В Киргиз-Мияки Имашев Абул-Хаир Мулла. В районе Альшеев-Раевка Арсланбеков Юлмухаммед. В Бураево Мирбаисов Насреддин. В Белокатае мулла Мухамметов Хакимьян. Так, во всех районах бывших Оренбургской и Уфимской губернии для проведения районных съездов были назначены кулаки и муллы. Все они вели большую агитацию за башкирскую национальную автономию. И вот по информации, которая у нас имеется, делегатом от нашего, соответственно, Бураевского уезда был Насреддин Мирбаисов. Он по приезду непосредственно вот в село Бураево организовал Тюбек-Шуре, ну, как и было, в принципе, в резолюции самого съезда прописано. Вот поэтому мы считаем, что все-таки вот основоположником дальнейших событий по разворачиванию вот автономии по всей республике, непосредственно в нашем селе, был Насреддин Мирбаисов. Благодаря мемуарам Насибуллы Бигбаева в нашем распоряжении есть список, конечно, далеко не полный, тех лиц, которые занимались организацией местных органов власти башкирской автономии. К сожалению, большинство документов по истории башкирского национального движения безвозвратно пропали. Шла ожесточенная вооруженная борьба, и вопрос сохранности архивов стоял далеко не на первом месте. Так или иначе, нам известен человек, который осенью 1917 года провел в Бураево съезд местных башкир и организовал Бураевский башкирский совет «Шуро». Им был некий Насреддин Мирбаисов. Посредством интернет-портала «Баш-архив» обращаемся к материалам Всероссийской переписи населения 1917 года и в подворных карточках жителей села Бураево находим искомое лицо. Губерния Уфимская, уезд Бирский, волость Бураевская, селение Бураево, общество Бураевское. Фамилия, имя и отчество домохозяина – Мирваизов Насреддин. Сословие домохозяина – крестьянин-вотчинник. Национальность домохозяина – башкир. Возраст – 47 лет. Под посевами озимой ржи, овса, пшеницы и гороха он имел 7,2 десятин земли, то есть более 7 гектаров пашни, но из скота всего лишь 2 лошади и 6 овец. В отличие от южных башкир, живших на территории Оренбургской губернии, их северные собратья в Уфимской губернии по причине дефицита пастбищ не могли содержать много скота, но зато успешно занимались земледелием. Село Бураево славилось своей зажиточностью и обилием хлеба. Бурай Ергозин – это историческая личность, имя которого носит наш районный центр, наш край, который век уже. Это человек, который был деятельным, с организаторскими способностями, был руководителем сильного, могущественного клана. В 1707 году некто Муса Яшбулатов сообщал в Челобитной: прадед их, башкирец Бурай, владел вотчиною и бортным ухожьем по Таны-по-реке, и тот прадед их, Бурай, переехал жить из Уфимского уезду в Казанский уезд и жил там и умре. Вероятно, переезд Бурая в Казанский уезд был связан с бушевавшим в Башкирии восстанием 1662-1664 годов. Тем не менее, основанное им в первой половине 17 века селение существует поныне. Бурай был знатным башкиром Ельдякской волости. Его потомки теперь проживают не только в Бураево, но и в других основанных ими селениях, о чем говорят родословные шежере. Начинается Аккаш Караман Ильбек Алмак Бурай. Сын Ильмирза, внук Ишбулат, правнук Бекмухаммед,
праправнук Хасан Мулла, известный человек в истории, и сыновья Ахон, Шахбан, Ахмар, Муслим, Муртаза. Вот эти фамилии пошли по Бураеву, они распространены. Касим Ахмар от Ахмар Муллы, 7-е колено. Он основал Институт истории языка и литературы. Работал там. Речь идет о башкирском ученом Касиме Ахмерове, который, как выясняется, являлся потомком Бурая. Касим Закирович Ахмеров, 1900-1969, башкирский языковед, доктор филологических наук. Родился в селе Бураево. Учился в медресе Расулия в городе Троицке. С 1938 года старший научный сотрудник Башкирского института языка, литературы и истории. Автор более 100 научных работ. В начале 20 века Бураево стало крупнейшим селением Бирского уезда и одним из крупнейших башкирских аулов, в котором в то время проживали более 5000 человек, имелось 5 мечетей, медресе и русско-башкирская школа. Население отличалось большой религиозностью. Біріне кіріп қалған тарихқа. Мына Бурай қырындағына бір Бигжан деген ауыл бар. Онда Бурайның бір кішісі Арысланғали деген кіші, шул Бигжанның кабак, анда кабак болған, анда отмұртлар ешей, кіріп әзірек салып шыға тұрған орындар болғандар енді. Шул Арысланғалиның бик еш шунда кіргенлігі ешітіп қалалар. Шундан соң шул хал үшін, шундай хал болған үшін, bir ne vaqtında zor jeyilish vaqtında Burayning şol 3 мәчитінің de neleri, mullaları, imam hatipleri xalqdan gafı ötüneler. Buna şunday tertipsizlik bildirgan üçün özü bizning ne deyin Buray yerinde. Buna şunday nıq berilgan bula xalq dinge. В архивном деле «Хроника аграрного движения Уфимской губернии 1905-1907 годов» читаем. 6 января 1907 года в деревне Бураево толпа башкир напала на полицию, атаковала квартиру пристава, убит 1 башкир. Поводом для бунта стало уничтожение жандармами партии подозрительных с точки зрения цензоров книг, изъятых во время ярмарки у местного торговца. По несчастью, среди них оказался Коран, что и вызвало волнение. Через 10 лет после подавления Первой русской революции 1905-1907 годов Российскую империю вновь охватили социальные потрясения, приведшие ее к окончательному краху. Специфика Уфимской и Оренбургской губернии заключалась в том, что аграрный вопрос, остро стоявший во всей России, здесь имел национальную специфику. Дело в том, что значительная часть территории указанной губернии являлась собственностью башкир-вотчинников. Поэтому от их позиции во многом зависел политический климат в крае. Революция 1917 года активировала застарелые социальные конфликты. Губернская пресса передавала тревожную атмосферу начала 1918 года. Печатный орган уфимских меньшевиков «Голоса рабочего» в преддверии съезда крестьян Златоустовского уезда написал воззвание, в котором говорилось, что крестьяне многих властей, посылая делегатов на съезд, наказывали уладить дело с башкирами-вотчинниками, чтобы весной понапрасну не пролилась невинная кровь. Большевистский орган газета «Вперед» также отмечала, что вопрос, особенно интересующий Златоустовский съезд, это вопрос об автономии башкир. Крестьянство переживает тревожные дни, ожидая весны, когда башкиры их будут выселять с насиженных мест, как говорят провокационные слухи. По мнению авторов публикации, крестьяне уяснили себе, что в основе идеи автономии лежит лишь нежелание подчиняться законам Советской Республики. Этот же взгляд, между прочим, великолепно учитывается и русскими кулачками. В некоторых селах даже попы самвана ведут агитацию за присоединение к автономии башкир и за отделение от анархических великороссов, отбирающих у церкви земли. И вот в этих условиях, наверное, большинство крестьян, в частности зажиточных крестьян, вдруг начинает осознавать, что если
советская власть продолжит свое влияние, да, вот тоже распространение, то они останутся ни с чем. То есть, во-первых, они лишатся и хлеба, то есть они лишатся стимулов работы, и это, скорее всего, даже и подтолкнуло многих крестьян, там, ну, всех национальностей, да, обратить свои взоры вот, на возникновение нового там, государственно-территориального образования, как Малая Башкирия. Газета «Вперед» опубликовала данные по февральскому наряду, наложенному на Уфимскую губернию. Он составлял колоссальные цифры. 1008 вагонов муки, 144 вагона крупы, 453 вагона овса. Богатая хлебом Уфимская губерния была избрана в качестве основного донора для нужд диктатуры пролетариата. В этой крайне напряженной обстановке, царившей на Южном Урале, как гром среди ясного неба, прозвучало известие об аресте большевиками башкирского правительства, располагавшегося в Оренбурге. Арест произошел 16 февраля 1918 года, а уже через 2 дня, 18 февраля, Бураевский башкирский совет ШУРО провозгласил территорию Бураевской и 7 соседних властей башкирским автономным кантоном. Уфа, Совдеп, телеграмма, полученная из Бирска. Бураевский башкирский национальный совет от 7 властей 18 февраля постановил: хлеб, заготовленный для армии в количестве 50 тысяч пудов и кассу наличности 300 тысяч рублей, признал принадлежным автономному району. Служащие терроризованы, бегут, часть арестована. В ряде уездов Уфимской губернии вдруг местное население, да, в том числе преимущественно башкирское население, заявило о своей готовности вступить вот в состав Малой Башкирии. То есть фактически начинается проект реализации вот того самого проекта, там, Большой Башкирии, о котором говорил Валидов еще на учредительном съезде. То есть там еще механизмы не были выработаны, то есть народ шел интуитивно. Проект Малой Башкирии предусматривал учреждение 9 кантонов на башкирской территории Оренбургской губернии. Таким образом, самопровозглашенный 10-й Бураевский кантон, не имевший общих границ с Малой Башкирией, самим фактом своего возникновения поставил вопрос о Большой Башкирии. Арест башкирского правительства, скажем так, скорее катализировал де-факто уже существующее настойчивое желание образовать собственную такую территориальную административную единицу, войти в состав автономного Башкортостана. Иначе невозможно объяснить, почему так быстро сумели они организовать, во-первых, саму повестку эту политическую и вовлечь в нее, заинтересовать ее там достаточно большое количество людей. Там по разным данным, опять же, по данным участников подавления этого восстания, вот в число сторонников этого так называемого 10-го башкирского кантона, которые готовы были вооруженным путем отстаивать свои права, было привлечено порядка 20 тысяч человек. Но это достаточно большое количество людей. Даже если красные командиры преувеличили это число, в любом случае это очень большое число. Газета «Вперед» разразилась статьей «Башкирская автономия и заготовка хлеба». Это беспрецедентное покушение автономных бураевских башкир на государственный хлеб и деньги, помимо других его последствий, грозит неисполнением со стороны губернии общегосударственного февральского наряда, так как именно бураевская волость должна была дать наибольшее количество хлеба. Комиссар продовольствия РСФСР Александр Цюрюпа отправил в Уфимский совдеп телеграмму: «Прошу вас употребить все меры для локализации выступлений бураевцев и мысово-челнинцев, не останавливаясь ни перед чем. Никаких соглашений с дезорганизаторами-предателями. Посылайте отряды, арестуйте руководителей, предавайте их строжайшему суду». Руководителями бураевской смуты, как охарактеризовало движение бураевцев татарская газета «Кюряш», «Борьба», были контрреволюционные буржуи, махровый кадет Сахибзада Максюдов из Дюртюлей и Шарафи Хамидов из Бураева. Шарафи бай былай халық тілінде Бурай халқының көңілінде былай нық сақланған бір шахыс болған. Енді ол Бурайда байлар көп болғандар. Хожилар да болған, хожға ерген кішілер Бағауытдин деген бай болған. Бик көплер анда зор кантон начальниклары, оның ярдәмшілері болған.
Но халық тілінде не үшіндір хатырында соқланған Шарафи бай. Шарафи бай, он же Шарафуддин Хамидов, является местной легендой. В его большом добротном доме, которому уже более 100 лет, в советское время функционировала школа. По местным преданиям, он был крупным торговцем, имевшим собственные предприятия и баржи, возившие муку по реке Белой. Легенды находят подтверждение в документах. В подворной карточке Всероссийской переписи 1917 года читаем: губерния Уфимская, уезд Бирский, волость Бураевская, селение Бураева, общество Бураевское. Фамилия, имя и отчество домохозяина – Хамитов Шарафуддин. Сословие домохозяина – вотчинник. Национальность домохозяина – башкир. Возраст – 53 года. В графе названия промысла написано «торговля». Тем не менее, под посевы у него было занято 9 десятин земли, то есть более 9 гектаров. Шарафи бай имел одну крупянку, то есть мельницу для выделки круп, а также 3 хлебные мельницы и 1 хлебную пристань. Сподвижником Шарафи бая являлся бывший депутат Первой Государственной Думы Российской империи Максютов. В его анкете сказано: Сахибзада Девлетшич Максютов, мусульманин, родился в 1874 году в Осяновской волости Бирского уезда. Окончил Казанскую 4-классную русско-татарскую школу. Крестьянин-землевладелец, занимается торговлей хлеба и кожами. В 1902 году избран гласным Бирского уездного земства. Принадлежит к Конституционно-демократической партии. Хамитов Хамтеки Сахибкарей Максутов, он Мишер тоже біздің қолай ауылынан шыққан енді ол көшкеннер олар неге Көкқоян ауылына, шынан соң тарағаннар енді. Мына шулар халыққа ұнаталар енді бұл нелерін, шының үшін халық артынан бұлар бұралар, шулай етіп менің аңнауымша баш көтергеннер. Газета «Кюряж» продолжала. Эти враги народа подстрекали к мятежу коренные башкирские деревни, такие как Манчарово в Бирском уезде, тем, что будто большевики придут громить мечети и уничтожать религию. В результате подстрекательства в деревне Бураево возникла вооруженная группа, которая решила сражаться против большевиков. Отдельные мятежники были и в других деревнях. Они разъезжали верхом с провокационными криками и призывами идти на помощь. Наконец, в середине марта мятежники провозгласили в Бураево башкирское кантонство. Архивных документов о бураевском движении сохранилось крайне мало. Картина воссоздается в основном из материалов современной событий прессы и мемуаров. В мемуарах много анахронизмов, часто искажена последовательность событий. Из воспоминаний участников событий Акимова следует, что в ответ на реквизицию хлеба и провозглашение Бураевского башкирского кантона в уездном городе Бирск началось формирование отряда Красной гвардии, ядро которого составил взвод рабочих Усть-Катавского завода. За счет местных добровольцев он вырос до батальона. Относительно сил Бураевского кантона Георгий Акимов писал следующее. В течение недели после начала восстания в Бураево прибыло всего 10 отрядов. Вместе с отрядами, организованными в самом селе, численность войска восставших доходила до 1000-1200 человек. Командование над отрядами осуществлял штаб, в который входили бывшие фронтовики из местных кулаков и их сыновей, имеющие офицерское или унтер-офицерское звание. Бураевское ополчение было слабо вооружено. Винтовку или револьвер имел лишь каждый 10-й, имелось несколько гранат. Тем не менее, этих сил хватило, чтобы отбить первое наступление большевиков. Газета «Кюряж» писала: в разгар этих событий в Бураево прибыл небольшой отряд Красной гвардии. Бураевские мятежники оказали сопротивление Красной гвардии. Они не согласились признать советскую власть. Отряду Красной гвардии пришлось вернуться обратно. Первый отряд был, который отправлен на подавление вот этих вот повстанцев, он либо был разгромлен, либо ушел ни с чем, то есть не смог решить поставленную перед ним задачу. Поэтому большевики собрали гораздо более крупные силы, вооруженные, и к концу марта отправили туда большой отряд.
Газета «Кюряж» сообщала: было решено прислать из Уфы в Бураево советские войска и подавить мятеж. Наконец, 27 марта ночью прибывшие из Уфы советские войска окружили Бураевский фронт. Заняв Бураево, они восстановили твердый порядок. Говорят, что один из подстрекателей, Шерафи Хамидов, скрылся. Таким образом, Бураевский башкирский автономный кантон, просуществовавший чуть более месяца, пал под ударами Красной гвардии. Однако его опыт был бесценным. Говоря об историческом значении Бураевского башкирского автономного кантона, следует сказать, что его история была репетицией будущих событий, которые грянут в феврале-марте 1920 года. Если Бураевский мятеж привел к установлению чрезвычайного положения на территории Бирского уезда, то вилочное восстание 1920 года ровно через 2 года поставит под сомнение само существование всей Уфимской губернии. В данном движении, как и его бураевском предшественнике, вновь проявится ирредентизм местного башкирского населения, то есть его стремление соединиться с титульным субъектом РСФСР – Башкирской республикой. И это стремление в конечном итоге будет осуществлено.